вперед, сумасшедший! Спектакль «Певец Гафар» и «Разбойник Али» в зале Крымско-Татарского театра юные артисты остались один на один с публикой. Это необычные артисты с необычными талантами. Их не останавливает ничего, ни коляски, ни физические особенности, ни предрассудки. Они полны энтузиазма и желания творить. Симферопольский театр кукол для детей с ограниченными возможностями единственное в своем роде. Здесь с детьми занимаются профессиональные режиссеры, художники и постановщики. Заказывали куклы, изготавливали куклы, декорации, шили костюмы, учили текст. Это же вы же понимаете, что дети у нас особенные. И очень долго, потому что спектакль не маленький, он идет больше часа. Спектакль состоялся по инициативе Ассоциации инвалидов. В этом деле их поддержало Духовное управление мусульман Крыма. Для нас это очень хороший пример. Человек цепляется за жизнь и, несмотря ни на что, продолжает идти вперед. А главное, дарит положительные эмоции окружающим. 15-летняя Екатерина Алимова в театре более 4 лет. Сегодня она сыграла роль служанки Фатимы, лучшей подруги главной героини, принцессы Айгуль. Мне этот спектакль понравился тем, что он учит говорить правду, не обманывать, доверять, в первую, потому что от доверия зависит очень многое в жизни. Инна Олейник, мама юной артистки Арины, рассказывает, для ее дочери занятия в театре – настоящее счастье. Спектакли она не пропускает ни при каких условиях. Перед выступлением, конечно, очень нервничает, а после как бы буря эмоций, говорит, я еще хочу, мы еще будем выступать, я еще хочу, как бы вот это ее очень заряжает. Инвалидность не преграда на пути к сцене. Репертуар юных артистов с каждым годом растет. В дальнейшем они намерены выступать не только в столице, но и в других регионах России. Надежда Исаева, Ферида Якубова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.